Каково это сидеть в инвалидной коляске? Ни год, ни два, может, всю свою жизнь. А ведь вокруг нас таких немало. Какой образ жизни они ведут? Ощущают ли себя частью социума? И чего ждут от нас с вами? Заботы, жалости, понимания или условий на равных? Я собираюсь изучить эту тему и вам рассказать. Первое препятствие – отсутствие пандуса. Кстати, в нашей стране явление нередкое. Это говорит об отсутствии гуманности. А мы тем временем имеем амбиции великих держав. В благополучной стране важно все. От безопасности до пандуса на улице и во всех учреждениях. Здравствуйте! Вновь в эфире программа «Абейсра». Герой нашей передачи Тимур Чанба. Ему 25 лет. Из них 14 он в инвалидной коляске. Готовясь к передаче, я переживала. Мне казалось, что трудно говорить с такими людьми. Вдруг какой-нибудь из вопросов окажется некорректным или слишком личным. Обида вместо заботы? Договорились увидеться в тренажерном зале, где Тимур ежедневно занимается физкультурой. И с первой минуты общения я поняла, надо строить беседу как со всеми, как с обычными героями других передач. После занятия мы отправились на берег. По словам Тимура, это самый любимый отдых. Он этот путь знает хорошо, выбирает, где пандусы. По дороге рассказывает о Нике Вуйчич, который является примером для людей с ограниченными возможностями. Им восхищаются и здоровые люди. Николас Вуйчич появился на свет в австралийском Мельбурне в семье сербских иммигрантов. Мать медсестра, отец пастор. С рождения у мальчика не было ни рук, ни ног. У Ника есть подобие стопы вместо левой ноги. Благодаря этому мальчик научился ходить, плавать, кататься на скейте, играть на компьютере и писать. Родители добились, чтобы сына взяли в обычную школу. В 19 лет Ник изучал финансовое планирование в университете. Ездит много по миру, собирает многотысячную аудиторию и общается с ними. Он помог многим преодолеть свой недуг. Ник не может пожать никому руку. Он обнимает людей и даже установил мировой рекорд. Парень без рук обнял 1749 человек за час. Он написал книгу о своей жизни, набирая на компьютере 43 слова в минуту. В перерывах между рабочими поездками он рыбачит, играет в гольф и занимается серфингом. Женился, теперь у Ника Вуйчич растет здоровый ребенок. За все это время я понял одно. Без помощи ног можно добиться всего. Тимур Чанба – студент АГУ, учится на психолога. Скоро получит диплом. Общаясь, незаметно мы вышли на берег. Здесь Тимур плавает. Такая возможность появилась недавно. Благодаря Арзадину Агарба был сооружен этот склон, который ведет к волнорезу. Впрочем, Тимур и сам расскажет об этом. Вот я встаю, Арзадин опускает лебедку и сажает меня. А там в воде я сам плаваю, но он контролирует. А для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата плавание в воде не просто удовольствие, а жизненно необходимая лечебная процедура. И еще, слушая Тимура, я поняла, важно не просто заботиться или уделять внимание, нужно создавать условия для их самостоятельного передвижения и обустройства жизни. А вот еще один пример. Кушетка, где мы ложимся, переодеваемся, есть еще душевая. Да, купаемся. После моря надо принять душ, переодеться и пойти домой. Дальше мы отправились в АИС, где у Тимура небольшое помещение. Он директор агентства по недвижимости «Анхара». Так он пытается быть независимым и зарабатывать себе на жизнь. Этот специализированный подъемный лифт единственный в Абхазии. Здесь же в АИСе организован демонстрационный зал. Каждый желающий может подобрать себе удобную коляску. От самых простых до укомплектованных множественными функциями и заказать производителю.
В этой комнате в спокойной обстановке Тимур начинает рассказывать мне свою историю о том, как он оказался в коляске. В 2001 году, когда ему было 11 лет, в канун Нового года вся семья готовилась к празднику. И вдруг... Я с друзьями возвращался с утренника, со школьного утренника. И так получилось, что один из нашей группы перебежал дорогу. И в это время по дороге неслась машина на большой скорости. Водитель, не справившись с управлением, сбил меня. В тяжелом состоянии Тимура доставили в республиканскую больницу. 7 дней он был в коме. Шансы на жизнь были малы. Не то молитвы родителей, не то организм оказался устойчивым. На 7-й день Тимур открыл глаза и стал узнавать близких. Я получил спинномозговую травму, да, был сильный ушиб и восстанавливался долгое время. Позже, когда ему стало лучше, руководитель АИС Алхаст Хагушев пригласил Тимура в ассоциацию. Так началась реабилитация. Но она была нелегкой. Помимо физических болей, Тимура терзали всякие сомнения о будущем. Временами оно казалось мрачным и бесперспективным. В школу он больше не вернулся. Занимался индивидуально, дома с педагогами. Закончилось детство. Начались ежедневные тяжелые физические занятия. Родные и близкие были рядом. И это придавало мне силы, рассказывает Тимур. У меня был комплекс, очень сильный комплекс был. И я находился в Гаграх. Ко мне приехали массажисты, и мы выходили по вечерам на прогулку в город. Как бы на меня все смотрели, и это меня очень сильно смущало. Я ждал, пока зайду домой. Комплексы в прошлом. Сейчас Тимур чувствует себя намного увереннее. Люди тоже меняются. Вокруг много тех, кто готов протянуть руку помощи, говорит он. Люди уже с пониманием относятся. И я учусь в университете. В университете нету пандусов, нету лифта, не предусмотрено. Но все пацаны помогают мне. Тимур не озлобился, даже тогда, когда пришлось пройти еще одно тяжелое испытание. Несколько лет назад отец погиб. Это была случайная, нелепая смерть. Отец ремонтировал устаревшую деталь, лежа под автомобилем. Неожиданно крепления соскочили, и автомобиль упал на него. Даже тогда Тимур не сдался. Что для тебя важнее? Чувство жалости не должно быть. Не должно быть ко мне, так как я добиваюсь всего, я не считаю себя ограниченным в чем-то. Я не хожу, но я добиваюсь всего. И вот недавно я попал в такую ситуацию, как бы мне очень сильно захотелось пойти в церковь. И я добрался на этой коляске до кафедрального собора нашего Сухумского. Но там вот оказалась преграда большая, я не смог попасть туда. Но вышел ко мне отец Андрей, и я объяснил ему эту проблему. Он пообещал, что рассмотрит, сделает пандус. Из-за отсутствия пандуса Тимур не может попасть во многие учреждения, в том числе и к себе домой. 2 года назад государство ему помогло приобрести квартиру. Живет Тимур по улице Лакоба, и мы отправляемся по адресу. Наш путь лежит через гостиницу «Интерсухум». И не ради рекламы мы ее показываем. По словам Тимура, в этом здании много пандусов. Строители предусмотрели все и сделали доступным для людей в коляске. Справедливости ради надо отметить, что в недавно отстроенных зданиях предусмотрены пандусы. Не то архитекторы следуют современным нормам, не то общество меняет свое отношение к людям в коляске. Надеюсь, их изолированность останется во вчерашнем дне. Здесь живет Тимур. Он спокойно добирается до своего подъезда, а дальше не может самостоятельно добраться до двери, потому что вот эта лестница для него непреодолимое препятствие. На самом деле квартира у Тимура на 4-м этаже. Он не сможет на своей коляске самостоятельно подняться на 4-й этаж.
Вы видите, здесь нет пандуса, поэтому Тимур вынужден снимать на первом этаже комнату. Без помощи людей Тимур в квартиру попасть не может. Но и перед этой проблемой он не сдается. В поиске того, кто согласится на обмен 4-го этажа на 1-й. За время наших съемок мы почти подружились. Чувствую искренность с вашей стороны. Мне было очень приятно пообщаться. Всегда приятно, когда герой передачи говорит такие слова. И в моей практике такое не редкость. Однако сейчас их смысл стал еще содержательнее. Первоначальные страхи, как откровенно разговорить собеседника на видеокамеру и при этом пощадить его, не затронуть болезненные точки, растворились. Главное для людей с ограниченной возможностью – это помочь им стать самостоятельными и жить как все. Заметьте, я ни разу не использовала слово «инвалид». От нее отказалось и все цивилизованное сообщество мира, потому как инвалид ассоциируется с недееспособным. Готовясь к передаче, я изучала опыт многих стран, о степени заботы о людях с ограниченными возможностями. Так в Германии Конституция обязывает законодательную и исполнительную власти использовать все возможности для введения инвалидов всех групп в нормальную жизнь. А вот в США для участия в рекламных роликах часто приглашают детей с диагнозом ДЦП и с синдромом Дауна. И эти ролики самые рейтинговые. А вот в Великобритании, если в организации существует более 20 штатов, то директор компании обязан принять на работу одного человека с ограниченными возможностями. Очень важно начинать реабилитацию с раннего возраста. Во-первых, организм легче поддается коррекции. И во-вторых, больше времени приучить их к самостоятельности. И главное, избавиться от комплекса. Это задача реабилитационных центров. Такой центр теперь есть и в Сухуми. И 5-летний Луман открыл его для себя. Врач, осмотрев Лумана, поставил диагноз сколиоз, а также заметил слабость мышц на ногах. Если не исправить сейчас, у него будут неровные плечи, а ходить будет непрочно, сказал доктор. И назначил курс массажа, плавания, гимнастики и занятия по развитию мелкой моторики. Первая мысль, что придется выехать за пределы Абхазии. Однако оказалось, что все эти процедуры выполняют в Сухумском реабилитационном центре. Луман уже несколько дней в припрыжку с удовольствием забегает во двор. Реабилитационный центр – это двухэтажное здание. Сейчас мы на первом этаже, здесь коляски, а в кабинетах педагоги занимаются с детьми. Первая дверь слева. Здесь игровая комната, самая любимая для всех ребятишек. Между процедурами во время отдыха дети общаются между собой под присмотром взрослого, обмениваются любимыми игрушками, благо в центре их много. Как тебя зовут? Даня. Дань, сколько тебе лет? 5. Ты просто скажи, как тебя зовут?
Долгая пауза, затем невнятный ответ. Замечаю в ухе малыша аппарат. Стало понятно, что мальчик говорит плохо. Что его зовут Даме и ему 4 года, рассказала нам его мама. У Даме сенсоневральная тугоухость 4 степени. Мы часто выезжали в Сочи, и очень тяжело было найти нам судолога, потому что там тоже у них свои детки. И за это нам приходится искать то ли логопедов, то ли психологов. Но мы в основном часто водили его к неврологу, думали, что это связано что-то с нервами. Вот. И все равно казалось, что проблема со слухом. Мактина еле сдерживает слезы. По ее словам, курсы лечения Дамею полезны. Он начинает выговаривать звуки четче. Но процесс идет медленно. Врачи не исключают и имплантацию. Мактина согласна на любой прогрессивный путь. Хочу его вовремя отправить в школу. Мамы часто плачут, когда рассказывают о болезни ребенка. Но в то же время они самые сильные, готовые бороться изо всех сил за здоровье и жизнь своего малыша. В стенах Сухумского реабилитационного центра можно услышать много разных историй о судьбе разных детей и их родителей. Но в них есть одно общее – надежда. Им важно знать, что кому-то это удалось с таким же диагнозом излечиться и стать здоровым, и что где-то придумали новое лекарство или новый метод лечения. Об этом родители рассказывают друг другу, и их в этой надежде поддерживают сотрудники центра. В день в среднем через свои руки Нона Какубава пропускает 11 детей. Сейчас она делает массаж 18-летней Миранде. У девушки детский церебральный паралич. Миранда ходила в общеобразовательную школу. Она общительная и очень приветливая, с добрыми, разумными глазами. Миранда впечатлила нашу съемочную команду, но переборов нахлынувшиеся эмоции, мы продолжаем работать. Решила пообщаться с матерью девочки, и впервые за мою практику я не сумела до конца задать свой вопрос. Мама Миранда все годы, все время рядом. Сейчас она думает о том, чтобы у ее дочери была профессия и смогла найти работу. В этом кабинете сейчас проходит процедура. Логопед работает с маленьким пациентом, у которого задержка речи. Этот массаж, конечно, доставляет ребенку дискомфорт и болевые ощущения, но доктор утверждает, что чуть позже ребенку станет лучше. Для развития речи необходимо массировать мелкую моторику, то есть пальцы рук. По всему коридору центра мы видим вот такие приспособления, именно для развития мелкой моторики. Например, открывать всякие замки, вот, или же крутить всякие вертящиеся штучки, нажимать на кнопки, выключать и включать свет. То есть такие приспособления достаточно часто встречаем и в доме, в быту. Идя по коридору, ребенок отвлекается на такой яркий стенд, к которому прикреплены 1000 мелких предметов. И, как свойственно детям, они обязательно их проверят на ощупь. Может увлечься на длительное время, а заодно помассировать пальцы рук. В кабинете гимнастики мы знакомимся с Лашей, ему 10 лет. Он стойко переносит ежедневные многочасовые процедуры и занятия. Помогают тебе эти занятия? Да. Я за это его уважаю. Да, это заниматься, потом... Все верно, я тебе мешаю, правда? Да. Мой брат стоит. Братом Лаша называет Ахру. Педагогам реабилитационного центра нелегко. Они привязываются к своим пациентам. И когда ребятам больно во время процедур, глаза становятся влажными, а свою работу продолжают.
него деформация стопы шло, и ему сделали операцию. И сейчас нужно восстанавливать. Работники реабилитационного центра, их, конечно, больше, не всех смогла зафиксировать наша видеокамера. Дружные, приветливые, терпеливые. Их пациенты особенные, и они это хорошо понимают. Не могу не сказать о том, что заработная плата сотрудников около 5000 рублей. Получается, как и у всех медицинских работников нашего здравоохранения. Однако здесь помогают тяжелым детям и поддерживают родителей преодолеть стресс. Без всякой дополнительной оплаты в карман от пациента. Кстати, для информации, во многих европейских странах реабилитацией людей с ограниченными возможностями занимаются 3 ведомства вместе – Министерство социальной защиты, образования и здравоохранения. Так как это необычные дети, мы осознавая это, пришли сюда, мы помогаем им тем, чем мы можем. И улыбка на их лице – это для нас самое главное. Здесь мы проводим процедуру гидромассажа, это расслабление мышц. В дальнейшем учебной физкультуры им будет легче заниматься. Дети также будут играть, это для них еще увлечение. На сегодняшний день 30 человек проходят ежедневно. На этой неделе были. А с момента открытия по сегодняшний день уже 200 детей проходили курс реабилитации. Главное, чтобы была психика спокойная, расслабились, мышцы расслабились, моторика, мелкая моторика, все мы как бы вот этим работаем. Оригами делаем, песочная терапия у нас есть, игротерапия, живописью занимаемся, пластилином. Обед готовлю. Первое суп с фрикадельками, борщей. Суп с курицей. Сколько раз в день кормите? В день 4 раза кормим. Начинать с ребенком без ознакомления семьи, состава семьи, условий, то есть социального статуса, невозможно. И потом уже нужно понять контекст, то есть из чего что исходит, почему ребенок может, почему ребенок не может, почему он не говорит. Может быть, там нету задержка развития, происходит от того, что просто, в принципе, в семье не работают, либо, естественно, медицинский диагноз. Сотрудники центра не упускают малейшую возможность повысить свой уровень знаний. У многих за спиной повышение курса квалификации. В реабилитационный центр принимают детей с рождения до 25 лет. Здесь же организовано и стационарное отделение. Вот палаты. Дети могут находиться с мамами от 2 недель и больше. Это столовая. Здесь кормят 4 раза. О чистоте и уюте, думаю, говорить излишне. В кадре видно все. Если помочь реабилитационному центру и поддержать коллектив, имея такую базу, не будет необходимости оплачивать и отправлять детей на курсы реабилитации за пределы Абхазии. Эти же деньги можно израсходовать на улучшение качества медицинской помощи нашего реабилитационного центра. Мы хотим сделать доброе детям, хотим их родителей поддержать в этом нелегком жизненном пути, на котором они идут. И таким образом как-то свое участие принять в этом. Александр Козлов – учредитель благотворительного фонда «Христианский центр взаимопомощи». В день наших съемок в подарок реабилитационному центру принес памперсы. Любая помощь здесь имеет значение. Пока мы с оператором ходили из кабинета в кабинет, Луман мелькал то здесь, то там. С одной стороны, отрадно, что он так освоился, и страх перед неизведанным исчез. С другой стороны, беспокойство родителя за свое чадо, когда его нет в поле зрения, меня не покидало. Муж пократко Луман и продала, Виталий.
Сарасхала, Епасцой, Сарасхала Сшилас, Сарасхала Суйцавы. Не переживай, он должен стать самостоятельным. Когда же ты научишь его этому? И как отправишь в школу, а затем и в большой мир? Пока не поздно, отпусти. Так сказала директор Суккумского реабилитационного центра Виолетта Гагулья. О ней хочется рассказать отдельно. Она героиня не только в программе, но и в жизни. Ее судьба сложилась так, что она оказалась для многих соломинкой к надежде. Чуть позже и примером стойкости для родителей. Виолетта рассказывает мне свою историю, а я не перестаю ею восхищаться. После рождения третьей девочки своей нам был поставлен диагноз детский паралич. Пару раз я ее вывозила в Россию, надо было реабилитировать. Вы сами знаете, послевоенное время было тяжело с деньгами. Виолетта по образованию педагог физкультуры, 14 лет работала в школе. Когда узнала о диагнозе своей дочери, решила бороться за ее здоровье. На курсах реабилитации в России внимательно следила за тем, как проводили процедуры. Позже и сама стала делать гимнастику своему ребенку. В 2001 году она создала Ассоциацию детей и родителей с ограниченными возможностями, и к ней потянулись люди. У нас было 6 родителей, 6 детей. Я обратилась в АИСК, колхоз Утхарушев, он мне оказал и финансовую поддержку, и моральную поддержку. В то время этим никто не занимался. Он выделил нам машину, оплачивал зарплату, дал нам свое помещение. Они по Мара снимали помещение тогда. В первую половину дня я со своими детьми занималась, во вторую половину они занимались. В то время ЦГП, Дом юношества, АИС – это не то, что партнеры были, эти были мои друзья. Вот я за любой помощью могла к ним обратиться. Тихо-тихо пошла работа. Сперва 6 детей, потом 12, 35 как-то неожиданно получилось. И по нарастающей наверх пошло. В это же время я организовала небольшой детский садик, там же Помара, в этом центре, на 12-13 детей. Абхазское морское пароходство, ныне покойный Заур Джотович, выделял нам средства, мы кормили детей. Красный Крест нам тогда международный помогал, то же самое, вот они привозили нам питание, все. Я только тогда занималась с детьми с детским параличом. Потом АИС перешел уже в свое помещение, и я с 65 детьми осталась как бы на улице. Долго думала, советовалась со своим супругом, и мы решили выделить одну из комнат своей квартиры. Пробили дверь на улицу Лакуба, и у меня получилось 30 квадратных метров, и я сделала тренажерный зал для наших детей. Все эти годы Виолетта не оставляла больных детей и их родителей, приютила их в буквальном смысле, предоставив одну из комнат своей квартиры. Родители стесняются, конечно, своих детей. Но сейчас вот я вижу, очень много семей разводятся по этой причине. То есть папы бросают эти семьи. Мама остается с ребенком один на один. Опять-таки финансовые проблемы. Надо увозить ребенка, надо привозить. Больше внимания. И, как жизнь показывает, отцы слабее намного матерей оказываются в этой ситуации. Есть такие люди, которые стесняются нас там. Вообще-то я бы хотела, чтобы такого не было, потому что мы все равно почти такие же дети. Физически, если мы можем меньше, на нас не должны так смотреть, как бы, на больных. А вот и она, Лиана, дочь Виолетты. Не зря она боролась за здоровье своей девочки. Лиана четко выражает свои мысли. Самостоятельно передвигается, не считает себя больной и немощной. Сильная. А ведь с ее диагнозом все могло оказаться куда мрачнее. Но ее мама боролась за нее. И это была победа. Лиане 20 лет. В реабилитационном центре она нужный человек. Помогает всем. Диагноз детский церебральный паралич и инвалидность первой группы не считает приговором или преградой для достижения цели. Лиана откровенно рассказывает о том, как сложно ей было бороться за свое место под солнцем.
Но наши дети, у которых головка светлая, они должны в обычной школе. Пусть этот ребенок сидит на коляске, пусть он плохо передвигается, но он может учиться. Мы можем его обучить дальше. Он может поступить в институт. У меня даже по школе был такой пример, что со мной, например, девочки, там был большой класс, и не все как бы хотели общаться. Лиана долго искала работу, обращалась в разные ведомства. Однако ей вежливо объясняли, что трудоустроить не могут в силу ограничений ее физических возможностей. Те люди, которые мне помогали, а есть те люди, которые меня обходили. Я считаю, что я преодолела, но это, конечно, было трудно. Это все равно трудно, когда в обществе все разделяется. Хочется верить, что наши дети с инвалидностью будут где-то работать, но с трудом. Я вам честно говорю, с трудом. И когда открыли реабилитационный центр в Сухуми, никто не задался вопросом, кто же будет директором. Ответ был очевиден. В прошлом году у меня 520 детей прошло, вот именно через мою ассоциацию. Дети со всех городов и районов Абхазии приезжали, уже с разной степенью. Если мне АИС помогал, и я брала, допустим, коляски, трости, канатки, то, естественно, эти канатки и трости, я все вот это оборудование давала уже другим детям. Все время у нас была нехватка в этом оборудовании. Вот какой-то ребенок становился лучше, он нам опять оставлял, и мы другому передавали, вплоть до ботинок, вплоть до каких-то растяжек. Мы все вот это друг другу передаем, потому что купить на самом деле это все очень тяжело, дорого. Сами знаете, какие у нас пенсии, 2000 государственная пенсия, плюс 600 рублей только получают родители по уходу за ребенком, а после 18 лет еще меньше пенсия, 1500. То есть и поэтому мы как-то, родители, ухитряемся и делаем так, чтобы нам было всем удобно с нашими детьми. Я стараюсь, чтобы девочки могли направить в правильное русло. У нас, в силу нашего менталитета, конечно, мы стесняемся говорить о своей проблеме вслух. Это получается семья, и вот сейчас я вижу, что стены нашего центра. А мне хочется, чтобы люди говорили больше о своей проблеме. Может, есть больше людей, которые хотят и могут помочь. Вот этого я хочу сейчас добиться. Штат, я считаю, что можно было бы расширить, так как детей много, потребность есть. Мне очень хочется, чтобы у нас 45-50 детей в день проходило реабилитацию. Еще чаще бы эти детки у нас занимались. И я думаю, что прогресс был бы больше. Очень много детей сейчас с синдромом Дауна. Много детей слабослышащих. Наши двери открыты, наши специалисты работают для этих детей, не говоря о том, что у нас, конечно, маленькие зарплаты, но я думаю, что все сотрудники полную силу отдают себя этим деткам. В этой передаче смешалось все, и эмоции, и сила воли, и то, что рядом с нами есть такие, которые каждый день прилагают невероятные усилия за то, что нам с вами с легкостью удается каждую минуту, и считают это большой победой. И какое счастье, что есть люди, готовые поддержать их и помочь им. С какими-то моментами я уже смирилась, но с какими-то пока еще нет. Пока проблемы в семье не будет у кого-то, они не поймут нас. И завершая программу, я хотела бы рассказать вам одну старинную притчу. Ученик спрашивает у своего гуру: «Скажите, учитель, почему Бог создал немощных и увеченных?» На что ответил гуру: «Чтобы у людей совесть не засыпала». Это была программа «Агойсра», а я ее ведущая Анна Гуня и оператор программы Артур Каландия. Берегите свое здоровье.